2017 год объявлен в России годом экологии, а в нашей республике он еще и посвящен особо охраняемым природным территориям. Поэтому основная работа Башкирского регионального отделения Русского географического общества была посвящена решению экологических проблем и созданию новых и развитию имеющихся в Башкортостане природных парков. Один из таких – природный парк Зелим, включающий одну из самых протяженных пещер Южного Урала – Киндерлинскую. Летом башкирское отделение РГО финансировало многодневный экологический спелеолагерь по очистке и топографическим исследованиям. Благодаря последним Киндерлинская пещера стала самой протяженной на Южном Урале. Еще одна знаковая акция – посадка в Демском районе Уфы кедровой рощи. На окраине микрорайона, в зеленой зоне общественность города, школьники, студенты по инициативе РГО высадили 280 саженцев сибирского кедра, который за свой счет привез из Ханты-Мансийска наш земляк и меценат Митхат Хасанов. Продолжается работа по проекту «Аскынская ледяная пещера». Наконец-то после установки защитных экранов на входе в пещеру температура в ней стала стабильной. Рядом с входом установлены туалеты, беседки. Актуальной в свете последних событий стала активная деятельность РГО по созданию в Уфе на территории санатория «Зеленая роща» медовой деревни. Мало того, в качестве эксперимента были установлены 2 колоды в лесной зоне санатория, и был даже собран первый урожай липового меда. К моменту проведения апимондии медовая деревня в столице станет местом паломничества туристов. Продолжается активная работа по созданию в Уфе гавани для яхт и маломерных судов. Получены все необходимые разрешения для начала строительства. Был организован массовый выезд участников республиканского фотоконкурса «Живая природа Башкортостана» на территорию природного парка Мурадымовское ущелье. Для фотографов-любителей были проведены мастер-классы. Впервые в истории Башкортостана стартовал конкурс «Уральский барс», посвященный 100-летию со дня образования республики. Участники должны совершить восхождение на 7 вершин Южного Урала высотой 1000 метров и более. Еще один новый проект – «Башкирская кругосветка». Пока памятная доска установлена на стеле северной крайней точки Башкортостана – Янаульском районе. Скоро они появятся на юге, западе, востоке и в центральной точке республики. Большое участие региональное отделение принимает в работе по созданию на территории Салаватского района геопарка под эгидой ЮНЕСКО. Реализуются международные проекты. Недавно на территории Краснокамского района установлено точное место падения французского самолета, совершавшего беспосадочный полет из Парижа в Токио в 30-х годах прошлого столетия. На месте падения планируется установить мемориальный знак совместно с французской стороной. Широкий общественный резонанс получила недавняя экспедиция спелеоподводников в пещеру Сакаска на территории Национального парка Башкирия, которую финансировало и Русское географическое общество. Пещерные дайверы увеличили исследованную часть пещерной системы еще на 250 метров. Обнаружили ранее неизвестных подводных обитателей пещеры – рачков-крандониксов. В феврале планируется продолжение исследований. Летом на территории Бирского района прошел 2-й республиканский слет учителей географии. Это мероприятие отмечено на федеральном уровне как одно из самых массовых, проводимых в регионах России. В планах регионального отделения дальнейшая работа по максимальному охвату и вовлечению жителей республики в дела Русского географического общества по природоохранной деятельности, экологическому просвещению и популяризации географических знаний.